Здравствуйте! Рада приветствовать вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған «Уралым» тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Пенсионерам Сосновского района подарили дрова. Коллектив «Нур» озаряет своим творчеством. 2 года добивался, но создал. В Челябинске стартует проект для молодых девушек. Башкирская делегация приняла участие в юбилее Челябинской области. Поздравить соседей с 85-летием выехал заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов. Гости из Башкортостана первым делом посетили региональное представительство республики. Я впервые в Челябинске ознакомился сегодня с деятельностью представительства. Знаю, что большая работа проводится по поддержке наших земляков. Есть вопросы позитивные по поддержке малого и среднего бизнеса. Конечно, это поддержка молодежи, студентов, которые обучаются из республики, а их здесь сегодня более 3000. Далее представители Башкирии встретились с коллегами из Законодательного собрания Челябинской области. Участники круглого стола обсудили вопросы по взаимодействию в области здравоохранения, мусоропереработки, выразили готовность пролонгировать соглашение между законодательными органами власти двух регионов. Я очень рад, что сегодня мои коллеги приехали в Челябинскую область поздравить нас с юбилеем. Хотел бы сказать, что мы настроены на дальнейшую совместную работу, и я предложил своим коллегам пролонгировать то соглашение, которое подписано было 5 лет. Думаю, что в ближайшее время состоится такая встреча или на территории Башкортостана, или на территории Челябинской области. Одной из горячо обсуждаемых тем стало сотрудничество в подготовке и проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. В рамках встречи стороны затронули и негативную статистику смертности на дорогах в горнозаводской зоне. Гости из Башкортостана выразили соболезнования по случаю магнитогорской трагедии, обменивались опытом реализации социальной поддержки населения. Например, как в Башкортостане, так и в Челябинской области отменен транспортный налог. Для многодетных семей в льготную категорию входит транспорт мощностью до 150 лошадиных сил. Затем делегацию из Башкортостана принял член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. Взаимодействие с Башкортостаном – это импортозамещение, это твердобытовые отходы, система утилизации, переработки. Это вопросы, связанные с ветеранами, с зонами отдыха, с дорогами. Постоянный представитель Республики Башкортостан Амур Хабибулин поднял вопрос по импортозамещению в области нефтепереработки. Олег Владимирович выразил готовность содействия на законодательном уровне в решении данного вопроса. Визит башкирской делегации завершился участием в торжествах, посвященных 85-летию Челябинской области, где Рустам Ишмухаметов зачитал поздравительный адрес от в Рио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и вручил подарок с национальным колоритом. Для героев нашей передачи социальная ответственность – не пустые слова. В Челябинской области социально незащищенные жители получают возможность запастись дровами бесплатно. Проект реализован по инициативе главы Сосновского района Евгения Ваганова. Выбирали тех людей, которые правда нуждаются, и эти дрова пойдут в пользу. То есть и старались по принципу возраста. Найти первых благополучателей акции помогли сотрудники комплексного центра социального обеспечения населения Сосновского района. Именно соцработники знают о нуждах своих подопечных не понаслышке. В день проведения акции исполнилось 100 лет Анастасии Карповой. Вдова участника Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы, проживает в поселке Сокулово. К Анастасии Гавриловне машина с дровами направилась в первую очередь. По машине дров получили также одинокие пенсионерки Лидия Коркина из поселка Сокулово и Юмабека Байгужина из деревни Шимаковка. 91-летняя жительница отдаленной Шимаковки Юмабека Насиповна, труженик тыла. В ее деревню до сих пор не пришел газ, а воду из колонки приходится кипятить, затем отстаивать. Бабушка горячо поблагодарила организаторов акции, а также попросила главу района решить проблему с водой. Сегодня в Челябинской области машина колотых березовых дров объемом 5 кубометров стоит 8500 рублей. Зачастую эта сумма неподъемна для граждан, а данный социальный проект помогает серьезно снизить нагрузку на семейный бюджет. Сбор средств на эти цели ведет благотворительный фонд «Мечта», созданный компанией «Сантех-Урал». Мы с 2012 года проводим чемпионат «Лучший сантехник Кубок России». И в рамках
этого чемпионата сантехники по всей стране, ну, естественно, в Челябинске, делают благотворительные дела, разные акции. Одна из этих акций называется «Школа сантехмена», где мы в детских домах и интернатах проводим мастер-классы, а вторая акция называется «Добрые дела сантехников людям». И проводя один раз акцию такую вот в зимнее время, мы обратили внимание, что есть много жителей, которые печное отопление, и часто это жители, как правило, либо одинокие пенсионеры, ветераны. Малому бизнесу не просто существовать и зарабатывать в существующих условиях, но это не повод не обращать внимания на такие ситуации. У нас у всех есть родители, бабушки и дедушки, которые попадают в разные жизненные ситуации. Организаторы проекта надеются, что с каждым годом будет больше как желающих помочь, так и благополучателей. Луч творчества. Эти слова описывают деятельность коллектива «Нур». Народный национальный вокально-инструментальный ансамбль «Нур» работает на протяжении 27 лет при реабилитационном центре Челябинского филиала Всероссийского общества слепых. Башқұрт көйлерін ойнап, баянда өзім Салауат музыка училищені тамамладым. Шунда өнер тұрғаным, шундан бұнда кегіз, Челябі өлкәһенә оқи башлағас, шу академияла өзімді ойлаймын. У истоков коллектива стоял Габдулхалик Сибагатулин, музыкант-кураист-вокалист. Он и по сей день является незаменимым участником коллектива. Аксакал не любит хвалиться былыми заслугами, очень требователен к себе. Подписи собрал, в Москву отправил письмо, оттуда приказ пришло создать татаро-башкирский ансамбль. Вот так я 2 года добивался, создал татаро-башкирский ансамбль в 1992 году. Начал работать 24 февраля. Сегодня ансамблем руководит профессиональный музыкант Ильдус Крымгужин. В репертуаре коллектива преобладают песни на башкирском и татарском языках, однако для многонационального коллектива не составляет труда выучить их. Одним из ярких успехов команды можно считать получение звания народного. Это результат активной концертной деятельности, побед как на областном, так и на российском уровнях. Выступления ансамбля украшают сабантуй, и областные и городские мероприятия. Отрадой для престарелых зрителей стали частые концерты в геронтологических центрах. Также коллектив гастролирует по деревням и селам. Всероссийское общество слепых в лице директора Надежды Топуновой высоко ценит успехи своих артистов. На 25-летие коллектив получил новые костюмы с национальным колоритом. Инструменты также были обновлены благодаря содействию руководства. В новом наряде они блистали на 2-х международных парадельфийских играх, заняв 3-е место среди 1500 участников из 22 стран. Очень большой размах, весь город был занят участниками, и, в общем, отовсюду были люди, с Эфиопии даже были. В общем, такого масштаба был конкурс. Артисты не хотят останавливаться на достигнутом. Они начали подготовку к парадельфийским играм, которые пройдут в 2020 году уже сегодня. Также они планируют участвовать в конкурсах «Салют Победа», «Смотри на меня» как на равного. Девушка, чья жизнь является примером для многих, героиня нашего следующего сюжета. Виктория Барангулова, или Виктория Бакарди, как называют ее друзья и многочисленные последователи ее жизненного кредо, живет в Миасе. Она является основательницей женских клубов в 3 городах России. Южноуральцы знают Викторию и как певицу, которая поет на 6 языках. Для меня музыка это, наверное, моя душа. Когда душа моя просто, я не знаю, что с ней происходит, все выходит просто наружу, все мои чувства, все мои мысли. И когда даже песни я пишу, я рассказываю о том, что происходит со мной. Поэтому, когда я вообще пою, когда я на сцене, я кайфую. И я надеюсь, что люди вокруг меня тоже кайфуют, потому что я делюсь своей энергетикой.
своим позитивом. Неважно, песня о грустном или о хорошем. Может быть, это и мотивационная песня, неважно. Но самое главное, чтобы люди прочувствовали то, что чувствую я. Встретилась наша творческая группа с ней на вечеринке, где она выступила главным организатором и подарила вместе с артистом из Башкортостана Тагиром Асадуллиным яркий праздник челябинцам. Все проходит на ура! Новогодний корпоратив в городе Челябинск, где все башкиры, татары и русские. Это очень замечательное мероприятие. Силебеле гел бигрәк рухлы башкорт егетләре кыздары була торгайны һәм бында сыгыш яһау гел нисектер күңелдә якты тойгылар гына калдыра. Виктория Вумен – сообщество активных, позитивных, успешных и счастливых девушек и женщин. Активистки клуба проводят девичники на различные темы и различных форматов. Цель клуба – наполнить представительниц прекрасной половины человечества женской энергией, раскрыть их внутреннюю красоту, помочь сделать их счастливее и дать новые знания. Виктория предпочитает живые встречи со своими единомышленниками, однако использует и формат вебинаров. Девушки обсуждают семейные ценности, разбирают конкретные ситуации. Виктория верит, что женщина со своей верой и любовью способна повлиять на судьбы и события. В этом она убеждалась не раз. Встреча с отцом, которого она впервые увидела через 30 лет, еще больше утвердила в ней надежду на прекрасный исход событий. Верьте в себя и в чудеса. Приглашаем девушек принять участие в проекте «Йола» – мастер-классы по изучению традиций и культуры, истории башкирского народа, развитие личностных качеств и работа над собой, наставничество, профессиональная фотосессия. Участвуя в конкурсе «Шижире», Управление по делам архивов Республики Башкортостан проводит второй открытый республиканский конкурс научно-исследовательских работ на тему «История Башкортостана сквозь призму личностей. Генеалогический аспект», посвященный столетию образования Башкортостана и Государственной архивной службы республики. Участники конкурса самостоятельно изучают архивные документы и на их основе составляют родословные «Шижире» известных личностей региона, внесших большой вклад в развитие Республики Башкортостан и Российской Федерации. Прием заявок до 15 февраля 2019 года по электронной почте с пометкой «Конкурс Шижире». Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Ошуның менән тапшырыубыз тамам. Бездә ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем.